просто говорю, это не полная выборка всех хетских названий пищи. Это, я думаю, там будет еще и дальше, и побольше. А просто корпус нахско-хетских сближений именно в нахской фонетике и с нахской семантикой, а не общей северно-кавказской, никакой медорогенской, он довольно-таки велик и показывает, что, по крайней мере, на территории Хетского царства или рядом с ним жили люди, говорившие на нахских языках, которые и служили источником заимствования части лексики в индоевропейский хетский язык. Тема моего выступления связана с кругом интересов юбиляра и посвящена она разбору неэтимологизируемой или плохо этимологизируемой части лексики хетского словаря, а собственно лексики, связанные с едой и приготовлением пищи. Как оказалось, довольно большой корпус хетских лексем, неиндоевропейских по происхождению, находит этимологии в кавказских языках и даже, можно сказать точнее, именно в нахской подгруппе кавказских языков. Там отражаются фонетические развития и специфические фонетические переходы, которыми характеризуется только нахская подгруппа северно-кавказских языков. В данном хендауте, который вот я раздал, представлена выборка примерно из трети хетского большого словаря чикагского, где рассмотрены названия еды и их этимологии. Вырисовываются очень замечательные параллели, в том числе, например, удается понять некоторые специфические рецепты. Вот рецепт приготовления ткемали, там этимологизируются все слова, входящие в данный рецепт. Выясняется, что там используется то ли яблочный уксус, то ли яблочное пюре, что используется груша, что используются побеги молодой сливы, и используется ароматическая травочка, добавка. Есть часть, выясняется, что, например, название одного из пирогов, по-видимому, связано и известно нам как хачапури. Это сырок с сыром, который здесь идет под, который хетская нухзи, а навская, ченгузская будет нехчей. Отмечаются некоторые также другие замечательные схождения. Сюда, в этот список, попала часть анатомической лексики, связанная, которая тоже связана с едой, которую, может быть, употребляли в пищу. Но выборка анатомическая – это отдельный вопрос, там тоже есть очень много параллелей. Но здесь вот интересно название хетского мухарак, или мухра, которая считалась частью тела животного и которым характеризовались разные там, крупный рогатый скот, овцы, ягнята и мыши. И в отличие от других частей тела, вот эту часть тела нельзя было готовить на открытом огне. А это нахское является мохар, который значит жир и сало. И действительно, жир и сало мы не можем готовить на открытом огне, стечет. А то, что это характеризуются животные, разные животные, которые имеют жир и сало, и мышь, ну, с мышью надо смотреть контекст, то ли это шутка, то ли это в зубах у мыши кусочек жира или сала, я не знаю, про это не готов сказать. И очень много получается лексики, связанные с хлебными продуктами, то есть продуктами из злаков, часть внутренних органов и молочные продукты, которые, значит, характерны, получается, для хетской кухни. Ну и под конец там даны три этимологии, которые тоже, ну, просто, если у нас выступление связано с радостями этимологии, то вот как раз бы хотелось их, на них
обратить внимание. Есть хетское слово «мушни», которым, значит, характеризуется качество женщины. А текст такой, что вот у мужчины у него, значит, мужество, там, здоровье, любовь к оружию там перечисляется, а женщина характерна, значит, своим материнством, любовью и этим мушни. Это анахская мушук, как мужчина, который, значит, работа или работоспособность. То есть мужчина славится силой и всем таким, а женщина работоспособностью. Вот еще интересный контекст, там слово было непонятно. Там рассказывалось о том, как уборщик на дворе скребет ногами, идет и что-то поднимает. А поднимает он просто пыль, которая нахская невхо, а хетская здесь нехуш, которая, значит, сор, соринка, мусор отбросит. То есть идет, скребет ногами и поднимает пыль. И вот еще замечательное хетское слово «шата», значение которого были не очень понятны, потому что оно фиксировалось в двух контекстах. То в качестве утвари и инструментария, а то в качестве анатомического термина. Ну, первым делом у всех носителей индоевропейского языка, или не у всех, в голову приходит сближение там лопата и лопатка, но там это оказывается не так, потому что это часть тела, которая расположена внизу. Это слово тоже имеет нахскую этимологию и соответствует нахскому шадха, которое значит вилы, и, соответственно, сельскохозяйственная утварь — это здесь вилы, и вот эта часть тела внизу, которую нужно подмывать или изгонять духов, это является развилка или промежность. Собственно, там контекст такой, что нужно сзади изгнать духов с ляжек, внизу, значит, из промежности, спереди, с груди, там, и кончиков ногтей. Вообще, это, говорю, это не полная выборка всех хетских названий пищи, это, я думаю, там будет еще и дальше, и побольше. А просто корпус нахско-хетских сближений именно в нахской фонетике и с нахской семантикой, а не общей северно-кавказской, не как у Медорогенской, он довольно-таки велик и показывает, что, по крайней мере, на территории Хетского царства или рядом с ним жили люди, говорившие на нахских языках, которые и служили источником заимствований части лексики в индоевропейский хетский язык. Вот.